Известный журналист и общественный деятель. Особенный гость на этой встрече Тамара Мальсагова делится со студентами своими воспоминаниями, рассказывает о создании и развитии ингушского национального телевидения в период создания Ингушской республики. Она принимала в этом активное участие. В один из вечеров, очень поздно, ко мне приехал Башир Чехкиев. С ним был оператор, я его видела на съемках в нефтяном институте, фамилия его была Богатырев, звали его Магомед, если я не ошибаюсь. Да. Вот он вместе с ним приехал ко мне, братья его встретили, он зашел, и он мне поставил вопрос. В общем, мы там собрались, кучка, как он сказал, инициативная группа, которая хочет создать телевизор. Перестройка в стране в начале 90-х годов послужила мощным стимулом для формирования информационных сетей. После распада Советского Союза перед Ингушетией встала задача не только восстановления политических институтов, но и создания средств массовой информации, отражающих специфику и культуру народа. В тот непростой период Тамара Мальсагова активно участвовала в организации первых телепередач, направленных на популяризацию истории, языка и традиций ингушского народа. Первое национальное телевидение стало инструментом не только информирования, но и объединения жителей республики. Тему я буквально все расписала, схему передала, откуда, как пойдет сигнал, он идет с вышки УКВ Октябрьский район. Оттуда сигнал подается на телевидение Чечено-Ингушетии, которое находилось в парке Кирова. Оттуда сигнал идет на вышку. А с вышки он идет в Ростов, Ростов-Москва, потом обратно, и только потом мы получаем сигнал, и вы видите картинку дома. Такие встречи проводятся с целью развития патриотического воспитания, чтобы подрастающее поколение понимало, какие испытания пришлось преодолеть ингушам в период распада Советского Союза, такие как территориальные конфликты, слабость и нестабильность политических институтов, экономический кризис и безработица, последствия депортации в 1944 году и отсутствие международного признания и поддержки. Мероприятие мне очень понравилось, я была тронута рассказами Тамары Мальсаговой, ее страстью и преданностью делу. Безусловно, я считаю, что такие мероприятия крайне важны. Они укрепляют связь с поколениями и способствуют обмену знаниями. Я считаю, что чаще нужно проводить такие мероприятия, чтобы новое поколение знало, какие трудности пережило, и также следует побольше слушать и осознавать, какие трудности пережили наше старшее поколение. Тамара Мальсагова отмечает важность таких встреч. Считает, что старшему поколению важно делиться опытом с подрастающим, ведь в республике 35% молодежь. Сегодня перед нами стоит задача. Мы больше немножко знаем. У нас больше, соответственно, пройденный путь. Да? Мы с какими-то политическими сложными моментами в жизни нашей республики и страны мы сталкивались сами лично. День образования Республики Ингушетия отмечается 4 июня. Закон о создании субъекта в составе России был принят в 1992 году Верховным Советом Российской Федерации. Этот день стал новым этапом исторического развития региона и днем восстановления его государственности. Адам Гуражев, Мухаммад Индиев, Магаз 24.